В республике возрождают авиамедицину. Чтобы пройти медосмотр, сотрудникам приходилось ездить за сотни километров. В 2017-м врачебно-летная экспертная комиссия была расформирована. После просьб летного экипажа медосмотр снова будут проводить в Уфе. Штат из 9 медработников уже собран. Первых пациентов ждут в сентябре. На кадрах экстренно севший на кукурузном поле самолет А-321. Авиарейс Жуковский-Симферополь после столкновения в воздухе с птицами приземлился на брюхо. Эту посадку кроме как чудом не называют. Избежать жертв удалось в первую очередь благодаря мастерству и крепким нервам летного состава. Это только здоровые люди могут принять на себя решение и правильно провести, разрулить ситуацию в самых экстремальных условиях. Это большой стресс, это сердечный стресс, нервный стресс. Медосмотр специалисты воздушного экипажа должны проходить ежегодно. В 2017 году служба врачебно-летной экспертной комиссии в Уфе была расформирована в рамках оптимизации. И для освидетельствования приходилось ездить в соседние регионы. Это дополнительные траты как денег, так и времени. После многочисленных обращений летного состава в этом году удалось возродить службу. Проверять здоровье авиасотрудников будут на базе Уфимской частной клиники. Будь это пилот или бортпроводник или диспетчер, чтобы они выполнили свою работу качественно, с безопасностью полетов. Будем проводить комиссование, или, вернее, правильно выразиться, это освидетельствование кандидатов в летное училище. Курсанты тоже могут у нас проходить, но и летный состав действующий. На конференции по развитию авиамедицины затронули и тему летающих врачей. В составе санавиации Республиканской клинической больницы 2 самолета и вертолет. В планах строительства 9 взлетно-посадочных площадок. 2 из них будут располагаться в Уфе, остальные 7 в районах республики. А в ближайшем будущем появятся летающие модули. Всего будет их вертолета 2, то есть один будет для взрослого населения, второй будет вертолет для детского населения, он будет для детей, то есть он будет специально оборудован детским модулем. Кого мы эвакуируем? Это больные с политравмой после ДТП. Второе — это у нас беременные, дети, ожоговые. Штат для медосвидетельствования летного состава на данный момент собран. Он состоит из 9 специалистов. В сентябре уже готовы принять первых сотрудников воздушного экипажа для определения профпригодности к работе в небе. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Виктор Меренков. Новости Уфа.